За период с января по май текущего года отдел науки и экологического просвещения Рисинского реликтового национального парка проводил выездные лекции с целью экологического воспитания школьников. Лекции включали в себя презентацию различных работ о Рисинском парке. В этом году были охвачены именно сельские школы Гудаузского района. Наиболее активные дети, которые участвовали во всех экологических движениях и проявили себя, были приглашены в лагерь на базе пансионата Ауатхара. Это уже не первый год, когда Рицинский парк за свой счет приглашает детей в пансионат. Помимо того, что дети получают новые знания, они еще и живут в комфортных условиях, домики со всеми удобствами. На базе пансионата организовано трехразовое питание. На тот период, пока дети находятся в пансионате, организаторы лагеря нанимают поваров. Так получилось, что совпала моя летняя полевая практика, ихний этот лагерь, и мы приложили массу усилий, чтобы для ребят все было интересно организовано. В ходе, когда у нас совпадают экспедиции, летние лагеря, наши научные сотрудники не только нашего отдела, но и приезжие им читают очень интересные лекции. Дети видят воочию виды, особенно животных, которых демонстрируют. Это и ящерицы, это и лягушки, это и змеи. Ребята проявляют огромный интерес. Потом на время они собирают палатки, разбирают, делятся на команды. Ну и помимо этого мы идем каждый день на маршрут. Такие объекты, как озеро, Аджарские водопады, в урочище Каменистая поляна. Там есть очень интересные ледниковые озера, они это тоже посещают. И вот при спуске даже вот в этом году еще они посетили озеро Малая Рица. Когда отдых в Ауатхаре стал востребован, в 2010 году прежним руководством парка было принято решение построить 10 коттеджей. С каждым годом популярность горного отдыха возрастала, и мест для всех желающих стало не хватать. В 2013 году руководство парка приступило к ремонту одного из 4 недостроенных коттеджей. Через 2 года ремонт был завершен, и коттедж на 32 места был введен в эксплуатацию. Ауатхара очень востребована нашим населением, и не только нашим, но и туристам из России. Потому что здесь вы видите, какой чистый горный воздух, уникальная природа. Здесь у нас минеральные источники, и очень много жителей Абхазии и жителей из стран СНГ приезжают и поправляют свое здоровье. Вот в год у нас в среднем посещает где-то 2500 человек. 2000 это жители местные, и около 500, 400-500 это граждане там России и ближнего зарубежья. Сейчас на территории одного из недостроенных коттеджей под открытым небом расположился лагерь. Руководство национального парка планирует достроить и эти коттеджи. Строительство требует немалых вложений. Цель – привести все здания в соответствующий вид, чтобы территория была полностью безопасной. У нас такие планы, намерения потихоньку, хотя бы в год одно здание, вот потихоньку восстанавливать. Когда к нам обращаются, вот хотят там здание, мол, передать или тому, понимаете, это много коммуникаций сюда подводить, которых, к сожалению, Ауатхара этим не располагает. Мы говорим, пожалуйста, мы готовы. Любые лагеря, там вот есть у нас спортсмены к нам обращаются, там другие организации обращаются. Мы говорим, слушайте, у нас есть здания, они со всеми удобствами. Пожалуйста, мы можем вот как лагерю, вот, целенаправленному для детишек, чтобы поднять их уровень знания, чтобы подправить здоровье, мы готовы предоставлять наши вот территории, наши помещения со скидками, чтобы дети отдыхали, находились в помещении закрытом. Вы знаете, это горное место. Вот вроде бы с утра хорошо, после обеда может такой ливень начаться. И находиться в палатках – это гром, это молния. Это небезопасно. Надо все-таки брать на себя ответственность и за детишек отвечать. Детишки у нас, к сожалению, там хлюпленькие такие, знаете, дунул, как говорится, ветерочек, все разболеет. Поэтому надо как-то внимательно следить. И мы готовы, пожалуйста, представлять. Вот, но здесь должна быть целенаправленно. Все это должно идти под охраной наши инспектора. Знаете, за каждым шагом, за каждым ходят, смотрят, чтобы, не дай бог, даже если детишки ходят походы, должны быть инспектора, потому что опасно. Вроде бы равнинка, раз там, знаете, обвалы, что-то происходит. Здесь очень-очень, как вам сказать, сложные горные условия, поэтому должны быть здесь четкий контроль, четкий надзор со стороны инспекторов. И вообще должна быть, наша организация, в первую очередь, она призвана отвечать за безопасность нахождения. Кого-то не было на нашей территории, мы за это несем ответственность. В 2014 году решением руководства Рисинского парка 11-й коттедж в Ауатхаре был передан отделу науки и экологического просвещения при РНП. С тех пор научной деятельностью заниматься стало легче. Появилась возможность обрабатывать собранный материал на месте.
Вы, наверное, видели вот еще 11-й коттедж. Честно говоря, в народе бытует, что это президентский домик. Это никакой не президентский домик, это обычный домик, как и все вот эти 10 домиков. Там, единственное, он немножко отдален. Почему? Потому что к нам постоянно приезжают в экспедиции различные экологи из России, из Армении. И вот приезжают, у нас уникальная природа, уникальный животный мир, проводить экспедиции. Потому что у нас очень здесь много эндемики. Нигде в мире такого нет. Они изучают, приезжают в экспедиции, они на этой территории палатки устанавливают. Более взрослые профессора и по рангу выше, они в домике, там домик на 4-5 человек, а так на территории палатки располагают и проводят различные экспедиции. И вот это что касается нашего 11-го коттеджа. В последние годы мы данную территорию используем для проведения летне-полевых практик. В частности, это специальность Абхазского государственного университета, специальность направления географии и туризма. Они проходят на данной территории практику, посещают все интересные объекты, мы их обучаем, показываем, как все, что нужно делать. Помимо этого, и российские высшие учебные заведения, которые просят о прохождении практик, мы предоставляем им эту площадку. В прошлом году у нас был Пермский национальный университет, с которыми подписан у нас договор. Побывав в Оатхаре, мы не упустили возможность посетить эту экспериментальную площадку. Их уже 4, и они представляют собой загороженную территорию в 20 квадратных метров. На протяжении 6 лет здесь ведутся наблюдения, по результатам которых написано 5 научных докладов, опубликованы в ведущих российских научных журналах. Давным-давно эта территория использовалась для выпаса скота. И даже существуют легенды о том, что здесь жили древние люди, маленькие ацанко. Это была территория освоена от них, остались остатки ацангуарако, их пастушеские, так скажем, строения. Дело в том, что на протяжении многих лет территория данная, подвергаясь выпасу, она оскудевала. Здесь ведется наблюдение, как происходит смена растительных сообществ без выпаса скота. То есть они огорожены, ранней весной инспектора их огораживают, чтобы скот не попал до того, как они поднимутся. И скот в течение летнего периода не попадает. А мы ведем наблюдение, какой видовой состав этих растений. Прохлада рек, озер и водопадов, лечебный источник, заснеженные вершины гор, 1700 метров над уровнем моря, и все это Оатхара. Время, проведенное в горах, незабываемо. Наслаждение истинной свободой и красотой. Это все стоит того, чтобы провести несколько дней в горах, насыщенных впечатлениями. Рената Шакая, Беслан Джинджулия, Абхазское телевидение.